Хотел бы немножко изменить хронологические рамки заявленного доклада. Значит, обозначить более широкий спектр, а именно с древнейших времен до начала 20 века. С древнейших времен. То есть вот здесь можно первый рисунок? Василий Владимирович. Значит, в чем суть? Еще раз напоминаю, что действительно мы все, многие здесь находящиеся, знаем о том, что башкиры добровольно вошли в состав русского государства. Но здесь надо помнить, что русское государство в лице правительства Ивана Грозного, оно стремилось соблюдать особый земельно-правовой режим в связи с тем, что такая традиция уже раньше была. И здесь надо отметить, что с одной стороны договорной характер, он был связан и с XIII веком, когда было монголо-татарское вторжение. Но с другой стороны, надо отметить, что вот это именно четкий ареал проживания башкиров в древние времена, он тоже имел место быть. И вот, значит, надо отметить, что еще Геродот отмечал наличие башкир на бескрайнем пространстве. 5 век до нашей эры. Они обитают, аргипеи, у подножия высоких гор и занимаются скотоводством. Далее надо отметить Клавдий Птолемей, 2 век нашей эры. Значит, он обозначает башкир как пасертаи. Далее китайская хроника дома Цуй тоже констатирует о наличии племени башуки. Далее надо отметить большое значение Ибн Фадлана, посла багдадского халифа Аль-Муктадира к правителю волжских башкир. Он констатировал, что в 922 году башкиры-скотоводы были очень воинственными и могущественными. И его спутники, багдадского посла, очень остерегались столкновений с башкирами. Напомню о том, что выдающийся российский ученый Лев Николаевич Гумилев отмечал, что монголо-башкирская война тянулась 14 лет, башкиры неоднократно выигрывали сражения и, наконец, заключили договор о дружбе и союзе. И надо отметить, что вот именно 13 век, башкиры получают право бийства, то есть фактически территориальную автономию в составе империи Чингисхана. И, значит, в правовой иерархии Монгольской империи башкиры занимали привилегированное положение как народ, который обязан руководителям Монгольской империи военной службой и сохраняющий собственную родоплеменную систему. И надо отметить, что такая система, она сохранялась весь период монголо-татарского господства, но тем не менее, во второй половине XVI века произошло знаковое событие в нашей истории. Башкиры добровольно вошли в состав русского государства. И надо отметить, что ключевым условием со стороны русского государства являлось, конечно же, признание вотчинного права башкир на их земли. И здесь, значит, уникальный случай. Ну, вот здесь можно дальше картинку дать. Далее. Вот здесь. Далее. Вот, значит, и, соответственно, значит, вот напомню, что вот империя Чингисхана была признана как автономия. Далее. И, соответственно, одним из важнейших условий являлось сохранение земель в их руках, на праве собственности их земель. То есть ни один из народов России такого права юридически зафиксированного не имел. Далее. И вот по мнению академика Любавского, площадь башкирских земель, то есть где находились башкиры, она примерно составляла 36 миллионов десятин. Об этом он говорит в своих трудах, посвященных истории башкирского землевладения. Далее. Ну, соответственно, царь является верховным собственником башкирских земель. Он регулировал земельные отношения и выдавал жалованные грамоты, определял объем налоговых повинностей с башкирских властей и, соответственно, важный сюжет — военная служба за свой счет. Таким образом, надо дальше. Таким образом, башкиры распоряжались своими землями на основе общинного права. То есть все жители данной волости, а волость — это улус тогда, это несколько населенных пунктов, они были совладельцами своей земли. Далее, давайте отметим. И, соответственно, вот выдающийся российский, скажем так, исследователь, но неоднозначный политик, вот обращаю ваше внимание, Иван Кириллович Кириллов, он отмечал, что вышеописанные башкирцы разделялись по родам
И така никакой земли и угодий нет, кои бы свободно лежали. То есть менталитет земледельца и скотовода полукочевого, они различались. И вот такой неоднозначный человек, Кириллов, ученый с одной стороны, а с другой стороны непростой, скажем так, политик, он констатировал. Другой, современник его, 18 век, говорит о том, что башкирский народ жительство имел по Каме и по Белой, и по Уфе и так далее. И, соответственно, извиняюсь, Иван Васильевич, пожаловал землю. Дальше. Шежере башкир. Ну, опять-таки, известно, что башкирам была пожалована земля. При этом, обратите внимание, что башкирские земли обратились с просьбой обеспечить измерение их земель. И, соответственно, на этой основе была выдана грамота. Дальше. Таким образом, российское правительство оформило договорные отношения. И вот специфика, еще раз обращаю ваше внимание, отсутствие частной собственности. То есть группа жителей населенных пунктов являются коллективными совладельцами конкретных земельных угодий. И, соответственно, в случае, если кто-то из этих жителей переселялся на новое место жительства, он оказывался в статусе арендатора припущенниками. И в некоторых случаях он даже свое терял этническое лицо ввиду такого интенсивного взаимодействия. Далее. И, соответственно, с другой стороны, надо отметить такую дилемму, то, что башкиры, они были во многом, формальное равенство. Вы понимаете, что наличие большого, скажем так, количества скота, оно влияло на то, что фактически данный домовладелец пользовался большими угодьями. Тот, у кого было меньше земли, соответственно, меньше скота, он пользовался меньшим земельным участком. Хотя все были равными совладельцами. И вот в 18 веке, я посмотрел, по материалам Уфимской приказной избы, затем Генерального межевания, затем Уфимской межевой комиссии. Интересно, что при продаже земли, если, допустим, из 100 домовладельцев данной населенной волости хотя бы один выступает против земельной сделки, все, сделка аннулируется. И только в 19 веке эта картина изменилась. И вот, соответственно, уважаемые коллеги, таким образом, верховный собственник – это русский царь Иван Грозный и последующие цари и императоры. И, соответственно, они это оформляли юридически. Вот, в частности, наказ уфимскому воеводе Сомову и, соответственно, эти многочисленные источники. И причем, обратите внимание, относительно нашего горячо любимого города. В 1573 году башкиры обратились с челобитной к русскому царю о построении города в центре края. Но есть один нюанс, конечно, что город Башкорт никто не отменял, который датируется, по мнению академика Мажитова, V веком. То есть это реанимация крупного населенного пункта произошла с конца 16 века. Далее. И надо отметить, что в период управления Анны Ивановны, это 30-е годы 18 века, произошли, я бы сказал, принципиальные изменения. В чем суть? Здесь написан большой текст. Это то, что государство начало активно вмешиваться в земельные отношения на территории края. Причины традиционные. В центральной части страны, понятно, уже не хватает плодородных земель. А тут Башкортостан, который является достаточно обширной территорией. И поэтому надо отметить, что само царское правительство Анны Ивановны, да и последующих царей и императриц 18 века, да и 19, оно находилось между Сциллой и Харибдой. То есть, с одной стороны, надо соблюдать земельно-правовой режим, а с другой стороны, нехватка зерновых злаков в центральной части России обуславливает что? Переселение различных категорий дворян, служилого населения, дворян, крестьян на территорию Башкортостана. И соответственно, происходит что? Реализация Оренбургской экспедиции, начинаются конфликты между представителями правительства и башкирами. Далее, следующий слайд. И надо отметить только более-менее сбалансированная ситуация, скажем так. В середине 18 века начинаются попытки поиска компромиссов в правовом обеспечении. То есть, правительство отмечает действительно, что безудержная колонизация 30-х, 40-х годов 18 века,
она не приведет к ничему хорошему в конечном итоге. И поэтому с середины XVIII века, начиная, скажем так, ослабление поводьев, то есть потихоньку начинается обращаться внимание на правовую закономерность земельных сделок. Далее. И надо отметить, что вот Екатерина II, она вообще пошла далеко, то есть она попыталась добиться консенсуса, согласия между разными акторами земельных отношений. С одной стороны башкиры-вотчинники, а с другой стороны разные категории крестьян-переселенцев, дворяне, владельцы заводов. И вот это согласие, это главная установка, скажем так, царствования Екатерины II. Это получается с 60-х годов и почти до конца 18 века. Именно разумный. Хотя, конечно, было такое дело, были сюжеты, связанные с башкирскими восстаниями, была крестьянская война, Пугачев, Салават Юлаев. Но это вы понимаете, система госуправления, она тогда, к сожалению, была не совсем мобильная. Но тем не менее, правительство, обратите внимание, после большинства эксцессов, связанных с народными движениями, не применяло массовых случаев, массовых экзекуций в подавляющем большинстве. Оно стремилось, правительство разных эпох, вот этого периода 18 века, стремилось найти согласие с башкирами, владельцами земли. Поэтому в этом отношении, надо отметить, правительственная политика в целом, она была позитивной. Естественно, были издержки в виде определенного обострения, казни участников восстаний. Но, обращаю ваше внимание, следующую картинку, то, что в XIX веке известный эпизод участия башкир в войне с Наполеоном, да и не только, предшествующие военные кампании, это середина XVIII века, башкирские отряды в Берлине, это вот, обратите внимание, это потомки участников башкирских восстаний 17-18 века. То есть о чем это говорит? О том, что государство смогло найти согласие. И башкиры, это, скажем так, дети, внуки повстанцев, они ретиво выполняли службу в пользу российского государства. Далее. Ну, соответственно, вот обращаю ваше внимание на такой сюжет, связанный с землей и людьми, а именно, с одной стороны, конечно, Салават Юлаев – это яркий борец против государственной политики, которая порой, к сожалению, не разбирала такие нюансы, как необходимость соблюдения вотчинного права, с одной стороны. А с другой стороны, вот надо отметить уложенную комиссию. Первая попытка создания конституционного строя в нашей горячо любимой стране. И вот Базаргул Юнаев, фигура, которая, к сожалению, не столь рекламируется, обратите внимание, он представляет Бекатинскую волость, о которой уже был разговор. Вот он, соответственно, был депутатом уложенной комиссии. Далее он активно участвовал в крестьянской войне Пугачева и, самое главное, не понес никакого наказания, а продолжил конструктивный диалог с властями на посту старшины Бекатинской волости. Далее. Но, тем не менее, надо отметить, что в результате реализации земельной политики к 2017 году башкиры потеряли 75% своих угодий от площади примерной, которую определил академик Любавский в середине 16 века, 75%. За коренными жителями вот осталось примерно 25%, что тогда, в начале 20 века, составляло 9 миллионов десятин. То есть, обратите внимание, башкирские вотчины, они были дисперсны к началу 20 века, то есть уже не представляло единого массива. Далее, но тем не менее, вот признание царским правительством вотчинного права стало основой для создания первой национальной республики в составе РСФСР 17-19 год. И вот это соглашение российского рабоче-крестьянского правительства ярко иллюстрирует, что русский народ, что руководители российского народа в целом всегда стремились идти на диалог. Другой вопрос, что при реализации госполитики возникают нюансы, и здесь, конечно, большое значение имеет возможность а. договориться, б. обеспечить соцподдержку в виде соответствующих материальных и денежных ресурсов в пользу конкретных людей. Далее. Ну вот, соответственно, примерная схема территории Башкортостана, известная всем вам в 2017 году, подготовленная руководителями Башкирской республики в 2017 году. Далее. И, соответственно, вот соглашение 20 марта 2019 года, которое было транслировано с 23 марта 2019 года,
там, соответственно, большое значение уделяется земельным отношениям. То есть советская власть при всем ее неприятии, скажем так, царских порядков, она стремилась этот сюжет отработать. Другой вопрос, что вотчинное право, да, оно было ликвидировано. Это так. Но тем не менее, обратите внимание, вот этот сюжет был. И, соответственно, как вывод, давайте следующий. Таким образом, вот договорной характер определил основные тенденции госполитики. И здесь, значит, соответственно, вот противоречивые тенденции этого периода, 16 начала 20 века. С одной стороны, всяческая поддержка башкирского землевладения, попытка конструктивно решить споры. Но, увы, с другой стороны, жизнь такова, что необходимость переселения людей сюда из Центральной России толкала к все большим масштабам колонизации. В итоге происходит перераспределение части башкирских земель как в 18 веке, 19, начале 20 века. Тем не менее, вот этот исторический опыт диалога людей разных национальностей, разного социального происхождения, он поучителен, но и является в какой-то мере образцом для того, чтобы наши народы Российской Федерации диалог создавали и развивали. Благодарю за внимание. У кого какие вопросы? Вопросов нету, я вижу. Да, слушаю. Такой очень интересный доклад. Я как раз занимаюсь проблемами защиты пачек. И любой народ, он жив, пока он умеет охватывать будущее и источники существования. Да. Вы очень хорошо сделали обзор. Но вопрос очень простой. Высшая и базисная культура – это культура земледелия. Да. Вот сейчас башкирский народ от животноводства отгонул и трудов, бесчисленных лошадей перешел к земледелию. Как развивалась эта культура земледелия на территориях, вернее так, на башкирских очных землях? Кто-то занимается такими научными исследованиями? Этими сюжетами занимался Римзан Нигматдинович Янгузин. У него даже кандидатская диссертация была посвящена развитию земледелия у башкир. Но это было в прошлом, он покойный. Но тем не менее этот сюжет затрагивают вот эти наши коллеги. В какой-то мере я, соответственно, и другие наши коллеги. Ну, соответственно, это действительно тема, которая требует нового импульса в настоящее время. То есть распространение земледелия, оно, конечно же, началось с 18 века. То есть основная доминанта хозяйственной деятельности башкир – это, конечно, полукочевое скотоводство, начиная вот с момента вхождения в состав русского государства. Другой вопрос – то, что земледелие в какой-то мере зачаточном виде, оно было и до 16 века. Другой вопрос, что богатая флора и фауна, она все-таки ориентировала башкир на развитие полукочевого скотоводства. И вот 18 век, он стал рубиконом, когда вот это земледелие стало, скажем так, возрождаться. То есть мы должны помнить, что нельзя сказать, что башкиры только скотоводы. Они с древнейших времен фрагментарно занимались и развитием земледелия. И вот, соответственно, 18 век он стал рубиконом для того, чтобы развивать. И здесь надо отметить, что с одной стороны, да, это влияние переселенцев на башкирское хозяйство. Но с другой стороны, традиция обработки земли для того, чтобы посеять рожь, пшеницу, ячмень, они были у башкир, о чем свидетельствуют археологические раскопки в нашем крае, которые проводили различные поколения археологов. Спасибо.